Здравствуйте! Эфир телеканала «Салям» продолжают новости ишимбайского телевидения. В студии Дина Мурзина. Смотрите в нашем выпуске. Конструктивный диалог ради будущего башкирской пчелы. В Ишимбайском районе будет создана общественная организация пчеловодов. Таратау Олимпикс. В Ишимбайском районе прошел настоящий зимний сабантуй. В Ишимбайском районе будет создана общественная организация пчеловодов. К такому решению пришли местные пасечники. Напомню, уже вторую неделю жители района выражают обеспокоенность по поводу планируемого размещения на территории Макаровского сельсовета компании по промышленному пчеловодству. Французский инвестор заявился на 14 участков Макаровского лесничества на 12 лет под разведение пчел. Пчеловоды района считают, что это существенно снизит кормовую базу для местных пчел, а больше всего опасаются смешение пород. Алена Чернова продолжит тему. Создать общество пчеловодов района, узнать о мерах господдержки, вести предметный диалог жителей и местных властей. В проблемном вопросе, наконец, намечены пути решения. 21 февраля пчеловоды района встретились с представителями районной администрации. На собрании присутствовали 40 пасечников. Из их числа выбрали актив в составе 5 человек. Это одни из самых опытных пчеловодов района, которые знают, чего хотят. Сохранить бесценную породу башкирской пчелы и неповторимый бренд. Пчеловодством занимаюсь с 5-6 лет. У меня отец держал у себя пчел. А главное, у деда было 120 уликов пчелопасек. Желательно свою пчелу сохранить. Среднерусская пчела, башкирская, оно есть. Участие в аукционе на размещение на территории Макаровского лесничества французской компании стало новостью номер 1 в Ишимбайском районе. Региональные власти сразу оказались готовы к диалогу. С жителями встретился вице-премьер правительства Республики Башкортостан Азат Бадранов. Как объяснил вице-премьер, при выборе и выделении участков сотрудниками Минлесхоза Республики была допущена бюрократическая ошибка. Точка невозврата не пройдена, а потому к мнению местных жителей прислушиваются. Граница размещения производства будет передвинута. Разумеется, все понимают, что этот вопрос не разрешится за несколько дней. Создание собственной общественной организации поможет снять ряд проблем, которые можно решить гораздо быстрее и совместно. Своим опытом работы в Ассоциации пчеловодов с участниками собрания поделился Ильдус Кензибаев, пчеловод из Стерлибашевского района. Два элемента. Обмен опытом, чтобы расти. И второе, это для того, чтобы мы оставили свой опыт и своим детям. Пчеловодам Ишимбайского района это однозначно нужно, потому что сейчас возник вопрос в отношении с инвесторами. И для того, чтобы вот этот вопрос не заострять, если бы было общество и актив этого общества, таких, мне кажется, неясных вопросов, наверное, не было бы. Ишимбайские пасечники смогут обсудить и принять решение по созданию в районе сообщества на очередном собрании, которое состоится в субботу, 26 февраля. На встречу приглашаются все желающие пчеловоды. Собрание состоится в 11 часов в Большом зале по адресу улица Революционная, дом 3. Алена Чернова, Олег Долгушин, Эльназ Беккузин, Ишимбайское телевидение. И в продолжении темы с пчеловодами Макаровского сельсовета встретились специалисты Центра сельскохозяйственного консультирования и Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии. Пасечники смогли узнать о методах господдержки, а также пути сохранения породы среднерусской пчелы. Подробности в материале моих коллег. Для пчеловодов Ишимбайского района провели семинар, где рассказали о том, как можно получить от 350 тысяч до 8 миллионов рублей государственных субсидий на развитие собственного бизнеса по производству меда. Проведение подобного мероприятия пчеловодам обещал вице-премьер правительства Республики Башкортостан Азат Бадранов во время поездки в село Макарово, после того, как у местных пчеловодов возникли вопросы по инвестиционному проекту, реализуемого французским предпринимателем Патриком Хоффманом. Сельское хозяйство – одна из самых субсидируемых отраслей в России. Об этом ишимбайским пчеловодам
пчеловодам, рассказала заместитель директора Центра сельскохозяйственного консультирования Республики Башкортостан Альфия Горейшина. Деятельность центра направлена на то, чтобы помогать сельхозпроизводителям масштабировать свой бизнес. Сегодня в Башкирии существует несколько форм государственной поддержки. Такие программы, как агростартап, семейные фермеры и доходогенерирующие проекты – это лишь малая часть возможностей для повышения экономической активности сельчан. Механизмом увеличения объемов продукции и укрепления материально-технической базы также является создание некоммерческих организаций в виде кооперативов. Избыт уже идет через кооператив, а это субъект МСП. Им легче договариваться с нашими торговыми представителями, торговыми организациями, которые уже не затраты с транспортными расходами связаны, куда поставить, на какую ярмарку, куда довести, чтобы сдать тому же перекупщику. Да? И они уже, соответственно, имеют возможность вот эти затраты переложить на кооператив. И, безусловно, большая выгода для них. А здесь позволяет возможность купить и транспортную технику, купить и пчелосемей, и закупить, допустим, те же крупные трактора. Выездное консультирование пчеловодов Макаровского сельсовета организовано для повышения информированности о возможностях, которые государство готово оказать активным сельхозпроизводителям. Советник Башкирского научно-исследовательского центра по пчеловодству и апитерапии Рустем Резбаев смог ответить на один из самых острых вопросов местных пчеловодов. Сохранить башкирскую пчелу законодательно можно. Опыт уже есть у пчеловодов Иглинского и Янаульского районов. На этих территориях пасечники смогли договориться прежде всего друг с другом и сохранить таким образом популяцию. Местные пчеловоды заявляют о том, что они традиционно работали с этой породой. Мы можем только их всячески в этом поддержать и морально, и, соответственно, и поддержать своими необходимыми консультационными, информационными какими-то советами. Мы можем полностью взять на себя организацию этого процесса по созданию какого-то анклава, именно защищая, где работает только с темно-лесной пчелой, или башкирской, или среднерусской. Консультирование пчеловодов Ишимбайского района будет продолжено и далее. Уже в эту субботу пасечники Макаровского сельсовета встретятся вновь для того, чтобы обсудить создание общественной организации пчеловодов района. Алена Чернова, Олег Долгушин, Ишимбайское телевидение. В Ишимбайском районе готовы принять эвакуированных граждан из Донецкой и Луганской народных республик. Жители Ишимбая уже начали сбор вещей и предметов первой необходимости. А здесь гуманитарную помощь принимают? Да, проходите. Теплая одежда, продукты питания, предметы обихода. Люди, которые не по своей воле оказались в чужих краях, вынуждены были покинуть свои дома и уехать в неизвестность, нуждаются в сочувствии и поддержке. Причем не только словом, но и делом. Согласно указу главы Республики Башкортостан Радия Хабирова, с 21 февраля 2022 года служба семьи в городе Ишимбай Государственного бюджетного учреждения Республики Башкортостан Южный межрайонный центр «Семья» открыла пункт приема товаров для оказания гуманитарной помощи эвакуированным гражданам Луганской и Донецкой республики. Приходят неравнодушные люди всех возрастов, активно интересуются, поступают звонки. В качестве гуманитарной помощи могут быть следующие предметы: постельные принадлежности, женская и мужская одежда, детская одежда и обувь, продукты питания, бытовые товары и другие товары первой необходимости. В Ишимбае уже с первого дня сбора помощи все больше и больше тех, кто считает общей задачей и долгом здесь и сейчас протянуть руку помощи людям, оказавшимся в трудной жизненной ситуации. Вчера вечером, листая ленту ВКонтакте, мы наткнулись на пост, что в центре «Семья», что нужна гуманитарная помощь для жителей эвакуированной Луганской и Донецкой республики. Эта ситуация нас не оставила равнодушными, мы решили помочь, чем можем. Бытовая химия, там продукты нескоропортящиеся и вещи. Товары первой необходимости. Гуманитарная помощь принимается по адресу улица Стахановская, 67, 14 кабинет. Все интересующие вопросы можно задать по телефону 4 18 84. В преддверии Дня защитника Отечества у подножия горы Таратау отгремел культурно-спортивный праздник Таратау Олимпикс. Программа была довольно насыщенной. Выступления артистов, спортивные игры, катание на лошадях и снегоходах, традиционные юрты и многое другое. Получился настоящий зимний праздник спорта и здоровья, который посетила и наша съемочная группа. В последние недели вся страна с интересом наблюдала за Олимпийскими играми в Пекине. Не менее зрелищные игры прошли и на зимних просторах геопарка Таратау.
В честь Дня защитника Отечества и завершения зимней Олимпиады состоялись башкирские Таратау Олимпикс. Национальные забавы народов Башкирии, спортивные состязания, концерт звезд эстрады, катание на лошадях и снегоходах. Гости праздника смогли окунуться в атмосферу настоящих игр. Проводит его Конгресс-бюро, Центр развития туризма Республики Башкортостан, геопарк Таратау и администрация Ишимбайского района. В будущем предполагается, что мы возьмем за пример мероприятие, которое проводится в Бурзянском районе, в деревне Кипчак, ежегодно. В то же время, когда проводятся международные олимпийские игры, проводят свои игры, которые называются Аулимпиада. Для гостей провели целый ряд соревнований: лыжно-лучный, биатлон, зимний хоккей, стрельба из лука по 3D-мишеням и многое другое. Такие игры направлены на возрождение народных традиций, а также совершенствование умений и навыков спортсменов, воспитание патриотизма у подрастающего поколения. Ребята с большим энтузиазмом принимали участие в соревнованиях. Никто не смог пройти мимо игровых площадок и после активных игр получил поощрительный приз на память об этой интересной встрече и массу положительных эмоций. Зарипов Рамазан, 5000 рублей! Зарипов Рамазан, наш чемпион! Сегодня я приехал на праздник возле горы Таратау с мамой. Я очень старался получить первое место. В клубе я занимался с 1 класса. Все гости весело отдыхали на свежем воздухе, общались друг с другом, танцевали, пели песни. Жители сельских поселений района приняли активное участие в этом мероприятии. Оформили юрты, угощали гостей, организовали и провели национальные игры, выступали на сцене. Сегодняшний праздник мы приехали встречать гостей, показать им наш репертуар, спели песни народные, русские народные песни. Погода хорошая. Приехали мы очень с удовольствием, но не весь состав. У нас приехал в основном помоложе. Состав вот приехали сегодняшний день. Нравится праздник. Желаем всем хорошего настроения, веселья, а коллегам творческих успехов. Натанцевавшиеся гости с удовольствием угощались ароматным чаем из полезных башкирских трав, который заваривали в старинном самоваре. Пейте чай, будете здоровы! Угощаем всех фиточаем. Что он подразумевает? Подразумевает травяные чаи, которые собраны и которые выросли у нас в нашем районе и собраны нашими работниками. Фиточай состоит из трав матрешки, зверобоя, клевера. Мы предлагаем им чай из самовара. Вот вашему вниманию хотим представить этот самовар, которому 225 лет. В этот день территория геопарка Таратау гремела вовсю. Солнечная погода, веселая обстановка и, главное, хорошее настроение сопровождали гостей весь день. Мы сегодня приехали на вот это мероприятие, увидели в Инстаграме и сразу решили приехать. Тем более такая чудесная погода. Уже успели пострелять с лука, 2 раза вот попал у нас. Нам все очень нравится, очень много народу, все веселые, такая организация классная. Нам очень нравится. Да? Далее праздник Таратау Олимпикс продолжился на Ишимбайской лыжной базе военно-спортивной игрой «Зарница». В ней попробовали свои силы учащиеся старших классов 7 школ Ишимбая. Эстафета прошла в дружеской атмосфере. Все участники получили заряд бодрости и море положительных эмоций. Если детали падают, никто не помогает, он чисто все делает сам. Руфина Хужахметова, Олег Долгушин, Ильназ Беккозин, Ишимбайское телевидение. Это все на сегодня, а я напоминаю вам, что еще больше новостей можно посмотреть на нашем YouTube-канале и в социальных сетях ВКонтакте и Инстаграм. Всего доброго, до свидания. Thank you.